Слово для выступления представляется стороне ответчику, постоянному представителю Джор Кенеша в Конституционном суде Сырану Самату Хуштубекович. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемый Тарага, уважаемые участники судебного заседания, Джор Кенеш по этому ходатайству представили Конституционный суд свои возражения. Я сейчас хочу остановиться основные моменты. Джор Кенеш Кыргызская республика, рассмотрев и проанализировав ходатайство Айткула Икрама Назировича, считает неприведенного в нем довода необоснованным, а требования обращая стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Соответственно, части 1 статьи 1 Конституции Кыргызской республики, Конституция Кыргызской республики, правовое государство, деятельность государства основана прежде всего на верховенстве права, режиме законности, признании и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, а также в правовом государстве создается и постоянно поддерживается режим конституционности и законности общества. Провозглашая на конституционном уровне обязанности государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека, Кыргызская республика признала приоритет общечеловеческих интересов над всеми. Соответственно, части 2 статьи 24 Конституции Кыргызской республики все равны перед законом и судом. Равенство всех перед законом проявляется в единстве права, которое применяется одинаково ко всем субъектам процессуальных правоотношений. Вышеуказанные конституционные принципы дискриминации и равенства, применяемые судом при отправлении правосудия, имеют существенное значение для обеспечения гарантии доступа граждан к справедливому суду и принятию им справедливого решения. Согласно части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской республики, каждому гарантируется уставная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией и законами и международными договорами, участницей которых является Кыргызская республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. В соответствии с частью 2 статьи 100 Конституции Кыргызской республики, заочное разбирательство дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. Эта процедура применяется исключительно в случаях, когда обвиняемый скрывается от правосудия или находится за пределами страны и не может быть доставлен в суд. Кыргызской республике как приоритет отдается обеспечение прав обвиняемых на защиту. Заочное обвинение и направление дела в суд без участия обвиняемого рассматривается как исключительные меры, требующие соблюдения строгих процедур. Согласно статье 7 Уголовно-процессуального кодекса, уголовное судопроизводство Кыргызской республики осуществляется соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, ее права и свободы признаются высшими ценностями. В соответствии с частью 3 статьи 114 Вышеуказанного кодекса установлено, что если мере пресечения в виде заключения под стражу была применена в отсутствие обвиняемого или в соответствии с пунктом 4 части 2 вышеуказанной статьи, данное лицо до истечения 48 часов с момента содержания должно быть доставлено в суд для установления срока применения меры пресечения в виде заключения под стражу, либо для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения. Подозреваемый намеренно уклоняется от следствия или суда, задержка в процессе расследования или рассмотрения дела может привести не только к затягиванию судебного процесса, к ухудшению качества расследования, но к нарушению прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, что нарушает доступ к правосудию. Данное положение дел является нарушением принципа неотвратимости уголовной ответственности. Принцип неотвратимости уголовной ответственности означает, что каждое лицо, совершившее преступление, должно быть привлечено к ответственности в соответствии с законом. Этот принцип является одним из основных уголовных прав и направлен на обеспечение справедливости и законности. Важно отметить, что принцип неотвратимости ответственности не означает, что каждое преступление должно быть раскрыто и наказано. Однако он устанавливает обязательства государства и стремится к этому, и обеспечивает, что преступники не оставались безнаказанными. Уклонение от расследования или преследования лиц, совершивших преступления, является прямым нарушением принципа неотвратимости уголовной ответственности. Надлежащему удовлетворению обвиняемого о предъявлении обвинений и предстоящем судебном разбирательстве может быть сотрудничено, особенно если он находится за границей или скрывается. В будущем эти основания могут быть расширены с учетом развития технологий и новых видов преступлений, например, связанных с киберпространством, где местонахождение преступника может быть
затруднительно установить. Также в будущем могут быть разработаны более эффективные и надежные способы уведомления использования цифровых технологий при условии соблюдения международных стандартов о праве на защиту. Уголовно-процессуальный кодекс Республики прямо предусматривает, что в случае осуждения в заочном порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для судебного разбирательства отсутствия обвиняемого, переговор или определение суда, вынесенный заочно по ходатайству осужденного или его адвоката, отменяется в апелляционном порядке. Тем самым гарантируется проведение судебного разбирательства в общем порядке. Институт апелляционных кассационных производств выступает в качестве действенных правовых механизмов исправления судебных ошибок, являясь тем самым важнейшей гарантией защиты прав, свобод и интересов человека. Институт процессуальных сроков направлен на упорядочение соответствующих действий в целях недопущения необоснованного затягивания процессуальных действий и обеспечения защиты прав законных интересов сторон, участвующих в деле. Это связано с тем, что без установления процессуальных сроков при расследовании уголовных дел и рассмотрения в судах может негативно сказаться не только на правах личности, но на уголовном судопроизводстве в целом. Поэтому необходимо установить и соблюдать процессуальные сроки для обеспечения прав сторон, участвующих в деле, а также для эффективного решения проблем уголовного судопроизводства. Окончательность судебных актов, обеспечивая правовую определенность и уверенность о том, что судебные решения не будут бесконечно пересматриваться, способствует эффективному и справедливому правосудию. Стабильность же, как было уже отмечено, подкрепляет доверие к судебной власти и ее системе, гарантируя законность, последовательность и предсказуемость при вынесении судебных актов. Пересмотр апелляционном кассационном порядке заочного судебного акта в случае явки осужденного, независимо от времени и причин явки, считаем тоже не состоятельными, поскольку во время следствия и судебного исследования уголовного дела законодатель представил все необходимые возможности сторонам, в том числе осужденному на справедливое судебное разбирательство, восстановление нарушенных прав всеми доступными способами в целях обеспечения равноправия и состоятельности сторон судопроизводства. Как выше отмечено, скрывшись от следствия и суда лицо намеренно уклоняясь от правосудия, не пользоваться реализацией гарантированными ему Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством прав защищать себя лично установленным законом средствами и способами. Если осужденный посчитает, что были нарушены его конституционные права при отправлении заочного судопроизводства и приведет соответствующий доводу, законодатель предусмотрел для него право возобновления дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по выступившим закону силу судебного решения, порядок которого предусмотрен положениями Уголовно-процессуального кодекса. Все вышеперечисленные нормы Уголовно-процессуального кодекса направлены на обеспечение баланса интересов всех участников уголовного процесса, защиту прав потерпевших и реализацию принципов справедливости и правового государства. На основании изложенного руководства статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайство Айткулова Икрамита Назировича о проверке конституционной статьи 243, 251, 253, абзац 1 части 2 статьи 256 и последний части 2 статьи 403, части 3 статьи 419, пункта 3 части 421 Уголовно-процессуального кодекса Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим преамбулой части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, части 1, 2 статьи 61, части 2 и 3 статьи 100 Конституции Республики. Спасибо за внимание.